Если говорить о проблемах наркологии с точки зрения влияния на демографию, в общем, цифра обращаемости и людей, которые состоят на учете в наркологическом диспансере за время с 2000 года, скажем, 2001 года, практически сильно не меняется. То есть она все время варьирует где-то в одинаковых пределах. Там 2000 с чем-то человек, то меньше, чуть больше, чуть меньше. И если так, в основном пациенты, которые к нам обращаются, собирая анамнез, многие женаты, и у многих есть дети. И в плане именно влияния на демографию, мне кажется, все-таки больше проблемы, знаете, это материальные, потому что когда люди под воздействием наркотиков, у них как раз нету страха, нет ответственности, они не боятся, что там надо смотреть, следить за детьми, воспитывать, как-то содержать, они смелее решаются на эти все шаги, завести семью. А ребята, которые ведут правильный образ жизни, трезво, они много думают, понимают, с какими проблемами сопряжена семейная жизнь. Иногда это их тормозит, время идет, и все сложнее и сложнее оказывается создавать семью. Но сейчас ситуация, конечно, меняется в плане наркосцены. Такие наркотики выходят все на арену, скажем так, которые очень токсичны, и их принимать начинают уже в более молодом возрасте, потому что они в таблетированной форме, и они не выглядят как наркотики. Это кажется, что типа лекарства просто, это можно и врач назначить может. И злоупотребление такими таблетками начинается в раннем возрасте. И, конечно, личность уже, когда начинает разрушаться в более раннем возрасте, и там уже и семью создавать сложнее, и вообще какие-то отношения завязывать сложнее. Сказать, что там это является именно наркомания, она проблема в обществе большая, конечно, в плане многих сфер. Это же в основном болеют молодые люди, которые должны строить государство, защищать его, работать и заводить семьи. Конечно, когда они нездоровы, даже создается семья, но она не крепкая, она всегда с проблемами. И дети, которые растут в такой семье, уже с раннего возраста растут в стрессе. И к своему переходному возрасту эти дети приходят уже с большими психологическими проблемами, психоэмоциональными. В дальнейшем уже проблемы с этими детьми возникают. Это является, конечно, большой проблемой, но не самой главной тоже именно в проблеме, связанной с демографией. Тоже один из факторов, который где-то, конечно, мешает, но не самый главный именно в области демографии, как мне кажется. Такое мое личное мнение.